На самом верху листа было написано так: «Мечтал ходить в школу, учиться, выучился, окончил школу. Мечтал поступить в университет, поступил и университет закончил. Мечтал встретить хорошую супругу по жизни, встретил, женился. Мечтал иметь квартиру, достиг и этой цели. Мечтал о дочке, сыне, и это свершилось. Устроился на работу. Еще мечтал о доме с гаражом, с садом, потому что дети взрослели. Все это приобрел, даже машину купил. После все мечтал о женитьбе сыновей и замужестве дочерей. И это свершилось, добился. Мечтал дать свадьбу внукам, и это сделал. После понял, что я не уведомлен о Всевышнем, о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, о религии ислам и о Коране. Решил выучить Коран. Начал читать «Альхамдулиллахи роббил алямин». Язык не вертит эти слова, не могу запомнить, не смог выучить, замучился. Я оказался негодным к этому. Чтобы было светло в могиле у меня после смерти, мечтал по ночам читать ночной тахаджуд. Начал совершать, но ноги не могли удержать. У меня сахар, давление. Мечтал о посте по понедельникам и четвергам, как это делал пророк, алейхиссаляту вассалям. Это ведь сунна его, но, к сожалению, здоровье не позволяло держать пост. После слова «Хадис пророка, алейхиссаляту вассалям» так вонзили мое сердце и душу. Чтобы услышать этот хадис, давайте еще раз произнесем шахаду. Нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: цените 5 вещей, которые есть у вас в жизни, пока им на смену не пришли 5. Какие вещи? Цените жизнь, пока не настигла смерть. Смерть приходит в любое время. Она не сообщает, уважаемая молодежь. Не думайте, что смерть только старым, престарелым. Не веришь? Иди посети кладбище. Там не написано, что это место только для престарелых. Там и старые, и молодые, и даже дети, младенцы. Или там не написано для бедных и богатых. Жизнь. Сегодня ты дышишь, есть жизнь в теле. Так благослови, умей ценить, дорожить жизнью. Это первое. Второе. Дорожи молодостью, пока не наступила старость. Вот сидевший здесь старик, когда-то и он был красивым молодцом. Или бабушка тоже когда-то в свое время была красавицей девушкой. Сегодня же они все думают: жаль, мог бы сделать все иначе, но увы. Так что дорожи молодостью, пока не постарел. Дорожи своим свободным временем, пока не настигла проблемы. Уважаемые братья, я во многих местах многим твержу о том, что молодость плюс свобода равняется началам грехов. Мы должны своих детей занять чем-то полезным. Не думайте, что воспитали, если рост вашего ребенка стал выше или прибавил в весе. Да, вы ребенка вырастили, но воспитание – это совсем другое. Давайте воспитаем детей в исламе, с Кораном, с любовью к родине и с иманом на пути пророка. Так вот о чем это. Дорожите свободным временем, пока не пришла беда. Дорожи своим богатством, пока не обанкротился. Сегодня есть у тебя деньги? Всевышний в своем хадисе Кудси говорит: сын Адама, оказывается, говорит так: «Мои скотины, мое богатство, мои бараны, лошади, земли мои. Твои, о сын Адама. Твоим считается только то, что ты кушаешь и перевариваешь, или то, что ты одеваешь и рвешь. Или же считается то, что если ты сделал садака, построил дороги, помог сиротам, построил мечети медресе, школы, или вывел воды, построил мосты, вот это все, вот это твое, а все остальное не твое. Все остальное остается наследственно». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: дорожи здоровьем, пока не пришла к тебе болезнь. Уважаемые братья, давайте умрем достойно, а не как животные, выпив, поев и получив удовольствие. Мы родились с одной целью, уважаемые братья. Цель этой жизни – это познать Всевышнего и быть Его рабом. Всевышний в своем священном Коране, обращаясь к верующим, говорит: «О те, которые уверовали,
Это обращение к верующим, тем, кто верит в существование Всевышнего, в Его единство и в Его пророка. Это не касается неверующих. О те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу. И о те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро. Говоря «творите добро», здесь не говорится «делайте добро южанам или северянам», или не говорится иссык-кульским, либо кыргызам, или таджикам и узбекам. Делайте добро всем подряд, чтобы спастись от наказания Всевышнего.